Вопреки тому мнению о том, что Симферополю всего чуть более 2 веков, мы знаем, что эти земли населяли с древних времен. Так, например, поздние скифы устроили здесь столицу Неаполь скифский. А при Крымском ханстве здесь находился важный политический центр, где находилась резиденция Калги султана, правой руки крымского хана. Свою увлекательную экскурсию по старой части крымской столицы краевед Эльвира Кемал начинает с Белой мечети, жемчужины старого города Кибир-Джами. Мечеть старая, она приблизительно была построена в 1508 году. Однако мы не можем сказать, как мечеть выглядела ранее, потому что в 1736 году здесь произошел разрушительный пожар Миниха, и мечеть в дальнейшем реставрировали. Сведения о реставрации у нас сохранились на каменной табличке. У Белой мечети непростая судьба. В советское время из нее сделали баню, затем книжно-переплетную мастерскую. Лишь после возвращения крымских татар на родину началось возрождение Кибир-Джами. Следующий объект экскурсии – здание на улице Ленина, 15, где сейчас располагается Крымский институт последипломной подготовки. Стены этого величественного строения хранят очень интересную историю. Мы знаем про то, что здесь у нас существовали различные краевые правительства, их было 2. Вот первое краевое правительство возглавил литовский татарин Матвей Сулкевич, и при нем Асан Сабрия-Вазов, наш известный крымско-татарский деятель, он был послом в Османскую империю, а Джафер Сидамет был министром иностранных дел. А вообще сам Матвей Сулкевич, он был прокрымско-татарски настроен, и его в народе прозвали Сулейман Паша. В 20-е годы прошлого столетия, после образования Крымской АССР, здание оказалось в распоряжении Центра избиркома, который тогда почти наполовину состоял из крымских татар. Через 2 года здание было передано Крымско-татарскому фельдшерско-акушерскому техникуму. Далее экскурсия приводит нас к приземистому строению по улице Чехова, 20. Здание было построено в 1895 году. Здесь располагалось Таврическое магометанское духовное правление. В 1917 году, в феврале, когда начались революционные события в Российской империи, крымские татары также не остаются в стороне. И уже в марте 1917 года собирается съезд в Акмеджите, где муфтием Таврической губернии, европейской части Российской империи, Литвы, Польши был выбран такая известная личность нашей истории, как Наман Челебиджихан. Здесь также был избран Временный Крымско-мусульманский исполнительный комитет в составе 48 человек, куда вошли такие известные личности, как Усейн Баданинский, Амет Азенбашлы, Осман Ахчохрахлы. В своей экскурсии по крымско-татарскому Акмеджиту Эльвира Кемал рассказывает о 15 объектах старого города. По ее мнению, у крымской столицы большой туристический потенциал, но он явно недооценен.